субботу общественность отметила день рождения Чингиза Айтматова, который еще при жизни стал символом Кыргызстана и его визитной карточкой. Андрей Тукумбаев подготовил специальный сюжет об Айтматове. Уходящая неделя интересна датой, немало значимой для кыргызской мировой культуры. Вчера исполнилось 92 года со дня рождения Чингиза Айтматова. Писатель, мыслитель и общественный деятель Чингиз Төрекулович Айтматов еще при жизни стал классиком кыргызской и мировой литературы. А сейчас его имя стало самым узнаваемым символом Кыргызстана и Центральной Азии. Народный писатель Кыргызстана и Казахстана, лауреат Ленинской и еще 3 государственных премий СССР, одной Кыргызской ССР, а также Европейской литературной и международной премий и еще 12 аналогичных почетных наград. Весной 2008 года Турция инициировала выдвижение Айтматова на Нобелевскую премию за вклад в развитие культуры тюркоязычных стран, но не успела. 10 июня писатель скончался в больнице немецкого города Нюрнберг, где проходил лечение. Похоронен 14 июня в историко-мемориальном комплексе Ата-Бейит в пригороде Бишкека, рядом с могилой своего отца, советского политика и общественного деятеля Төрекула Айтматова. О его роли в формировании современной кыргызской литературы корреспонденту «Пятого» рассказал президент Академии Манаса и Айтматова. Всем хорошо известно, что Чингиз Ата поднял кыргызскую национальную литературу до мирового уровня. И он как бы всем народам, которые до сих пор, может быть, мало знали о кыргызах, он посвятил другие народы именно художественному творчеству кыргызского народа. Неоценимая заслуга писателя состоит в том, что его творчество соединило вековые традиции кыргызов с мировой культурой, а некоторые образы кыргызского фольклора сделало известными и хорошо узнаваемыми в мире, считает Тургуналиев, и дополняет. Экранизация айтматовских произведений во многом способствовала росту популярности кыргызских фильмов и феномену, который впоследствии назвали «кыргызским чудом». Чингиз Төрекулович был председателем Союза кинематографистов. Я много раз встречался с ним и в Доме кино, где он был председателем Союза кинематографистов. Однажды, кажется, это было в начале 91 года, мы выступали по телевидению. Телепередача проходила с участием Чингиза Айтматова и тоже покойного ныне одного из основателей общественного объединения «Ашар» и демократического движения «Кыргызстан» Джипара Джекшеева. Разговор шел о политике, и писатель сказал, что лидеры политических движений должны не забывать непреложную истину, продолжает Тургуналиев. Что существует справедливость, а оно, это величайшее выражение, неистребимо. Оно бессмертно. Как бы иные правители не пытались на пути истории уничтожить, игнорировать и так далее. Вчера в Бишкеке в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова при поддержке Национальной академии Манаса и Айтматова прошло мероприятие по случаю юбилея великого писателя. Участники, литераторы, ученые и общественные деятели, хорошо знавшие юбиляра при жизни, поделились с посетителями библиотеки историями из его жизни. Зашла речь и о философских воззрениях юбиляра. Тургуналиев считает, что в своем учении о справедливости как стержни свободного демократического строя Айтматов черпал идеи, изложенные в некоторых произведениях Платона, в частности, его диалоге «Государство». И он приходит к такому же выводу. Правда, Айтматов гораздо позже, но и Платон говорит, что это вечное явление, покуда существует человечество, справедливость. Что в идеальном государстве превыше всего символом этого государства должно быть именно это величайшее понятие. А во вторник, по случаю 92-летия великого писателя, Пятый канал подарил Республиканской библиотеке для слепых сборник аудиокниг по всем произведениям Чингиза Айтматова. Аудиозаписи также будут размещены на сайте интернациональной онлайн-библиотеки для инвалидов по зрению «Логос». Об этом во вторник сообщил журналистам ее директор. Бұл сілердің бүгінгі атқарған ішіңізде
Преимуществом размещения произведений в данной библиотеке является то, что люди с ОВЗ смогут насладиться любимым произведением на родном языке, находясь в любой точке мира. Ранее уже была опубликована пара аудиокниг писателя, но комплекта всех произведений не было. Создатели сборника вносят большой вклад в историю и культуру кыргызского народа. Инициатор и главный исполнитель проекта – генеральный директор Пятого канала, журналист Эрнис Кыязов. Он зачитал на кыргызском тексты всех произведений Айтматова, на что потребовалось около года. Муштумун түйүп дөбө жака кезеди. Чүрүшкөн сөктү муштум дүрбүнүн көзүндө ойноктоду. Тапкан эрмегин журтта калгыр. Ылайым кыйрап калса экен ак кемең, өрттөнүп кетсе экен, чөгүп кетсе экен. Самур да кайнап чыкты. Проект воплощен не только как дань наследию классика, но и с целью приобщить к его творчеству как можно большее число людей, говорящих на кыргызском. Аудиокнига, по мнению исполнителя, сегодня наиболее удобная для восприятия форма подачи текста. Сайттарда карасам, аудиокниги деп Google'дан запрос кылсам, Сейчас на просторах интернета мы можем увидеть множество аудиокниг на русском. Однако на кыргызском языке их можно перечитать по пальцам. Поэтому у меня возникла идея создать сборник аудиокниг нашего великого писателя Чингиза Айтматова. Почти год я делал озвучку, и некоторые произведения опубликовал на YouTube-канале. Я бы хотел отметить, что создание сборника не преследует никакой коммерческой цели. Аудиокнига издана при поддержке Академии Манаса и Айтматова. Помимо библиотеки для слепых, обладателем издания стал и племянник юбиляра, писатель Асан Ахматов. Он пожелал издателям следующее. Пожелать всем нашим кыргызстанцам в это непростое время, да, и все мы видим, что происходят у нас перемены, я думаю, перемены к лучшему. И, наверное, если мы ищем ответы на какие-то вопросы, мы найдем в произведениях Чингиза Тойрокуловича. Да? Поступят аудиокниги также в Минобразование и Министерство культуры, информации и туризма. Творчество Айтматова началось 6 апреля 1952 года с его рассказа «Газетчик Дзюйдо», опубликованного на русском языке в газете «Комсомолец Киргизии». 5 годами позже вышла повесть «Джамиля», принесшая автору мировую известность. Вскоре произведение вышло на французском, получив высокую оценку писателя Луи Арагона. В 1963 году Айтматов стал лауреатом Ленинской премии за сборник повести «Гор и степей», а в 1966 за повесть «Прощай, Гульсары» получил государственную премию. Его первый роман «И дольше века длится день» был опубликован в 1980 году. Его повести «Тополек мой в красной косынке», «Первый учитель», «Белый пароход» и многие другие стали классикой литературы. Племянник юбиляра поделился с корреспондентом Пятого о том, кем был и остается Чингиз Тойрокулович в кругу своих близких и родственников. Когда он был живой, оказывается, думали, что он будет вечно рядом с нами. И никогда не думали, что нас постигнет такая большая потеря, трагедия. И тем не менее, он сейчас живет в книгах своих. Перечитывая произведения Чингиза Тойрокуловича, племянник писателя ощущает с ним духовную связь. Я чувствую его. А может, поэтому я сам стал писать. Я уже поздно, в 40 лет начал писать. Когда вот начинаю писать, у меня тоже появляется особая духовная связь. Поэтому, я думаю, для меня он больше духовный учитель мой. Романы Айтматова «Плаха», «Тавро Кассандры», а впоследствии и «Когда падают горы» стали символом эпохи демократических преобразований начала 80-х годов и последующего распада СССР. В те годы писатель активно включился в общественную политическую жизнь, проводил Иссыкульский форум ведущими интеллектуалами мира, был советником президента СССР Михаила Горбачева, с 1990 года возглавлял посольство СССР, а с 1992 – Российской Федерации в Люксембурге. С 1994 по 2006 он был послом Кыргызстана в странах Бенилюкса. В 2006 основал международный благотворительный фонд «Диалог без границ», который поддерживает и осуществляет программы развития русского языка в постсоветских республиках. Чингиз Тойрокулович во многом провидец. Большинство пророчеств, которые содержатся на страницах айтматовских произведений, сбываются, считает Асан Ахматов. Он как провидец очень много предвидел. И то, что он всегда ставил выше всех просто человеческие качества, они во все времена, оказывается,
имеет актуальность. Образы Джамили и красноармейца Дюшена, труженицы Талганай и пленника Манкурта, многих других персонажей произведения Айтматова удивляют, вдохновляют, предостерегают и учат нелегкому в наше время искусства, о котором говорил писатель, быть человеком и оставаться им каждый день. Андрей Токамбаев, Талас Аманбеков, Бакыт Кашалиев, Пятый канал. Главные итоги.